Она любила искусство и Бахчисарай, и этой любовью пропитаны все работы художницы Нины Жаба. Этот город буквально очаровал ее. Здесь она провела самые счастливые годы своей жизни. Для моего поколения, поколения, рожденного в изгнании, в Узбекистане, я родилась в Самарканде, Крым начинался с рассказов бабушки. И это были какие-то такие волшебные, как сказки, как легенды, рассказы. И в детском воображении рисовались какие-то сказочные, соответственно, картинки. Акварели Нины Жаба для меня были иллюстрацией вот этих моих сказочных впечатлений от рассказов бабушки. В Крым приезжало много художников, они рисовали, и Бахчисарай в частности. Но только у Нины Жабы эти акварели были какие-то солнечные, нарисованные с любовью. Нина Жаба родилась в 1875 году в Тифлисе, училась в женской гимназии Святой Нины. Затем семья перебралась в Петербург, где Нина Жаба училась в художественной академии. Она, в общем-то, с детства видела восточное вокруг себя и наверняка любила это. Учитывая, что дед ее был человеком, который первым создал курдско-французский словарь, в семье, видимо, к Востоку относились всегда с любовью. Семья дворянская, и как принято было у дворян, они проводили зимние каникулы в Финляндии на своей даче, а летом приезжали в Крым. Нина с братом Альфонсом писали в Крыму этюды. В один из приездов в 1906 году в Бахчисарае художница встретила свою судьбу – местного музыканта и проводника Максуда Усмана. Многие исследователи творчества и жизни Жаба считают, что Максуд открыл не только ей свое сердце, но и любовь к своему городу. Это было 18 лет. Счастье, погружение в крымско-татарскую культуру, погружение вот в эту размеренную, красивую жизнь, источники, фонтаны, архитектура, пейзажи. Семья поселилась в маленьком домике в Салачике. Много общаясь с местными жителями, Нина Жаба с удовольствием зарисовывала бытовые сценки из их жизни. Преимущественно Нина Жаба работала в миниатюре, то есть это очень маленькие работы, это действительно открытки. Можете себе представить, это размер работы с ладошку, и которую, эту работу, эту акварель нужно смотреть с лупой, потому что там очень много мелких деталей. Она как ювелир выписывала сережки, она выписывала реснички, она выписывала украшения на головных уборах. Еще очень ценно, конечно, это большая эмпатия, к которой художник относился к крымско-татарскому народу. Живя в Бахчисарае, художница выезжала в Петербург на выставки, иллюстрировала книги, общалась с другими художниками. На ее творчество оказывал влияние основатель музея в Ханском дворце Усеин Баданинский. В 1921 году муж художницы погиб от рук белогвардейца. Из дома в Салачике Нина Жаба перебралась в дом с цветными стеклами недалеко от школы мастеров. В 1924 году художница покинула Бахчисарай и вернулась в Ленинград, но часто приезжала в любимый Крым с братом, писала этюды. Мне кажется, впоследствии, после смерти мужа, они стали менее солнечными. Почему-то на этих этюдах уже не было жителей. В основном они писали пейзажи, архитектурные памятники. Погибла Нина Жаба вместе с братом в Ленинграде во время блокады. Есть несколько версий того, что это было при бомбежке или просто от голода. Но если фамилия Альфонса Жаба сохранилась хотя бы на памятной плите погибших в блокаду художников, то имя Нины Жабы просто исчезло. Неизвестно, где она похоронена, хотя, вероятнее всего, на Серафимовском кладбище, там, где хоронили всех погибших во время блокады художников. Но имя ее, благодаря ее солнечным акварелям, возрождается, становится популярным. Сегодня работы Нины Жаба имеют не только художественную, но и огромную этнографическую ценность. На ее картинах мы можем увидеть, каким был крымско-татарский костюм того периода, как выглядели и чем занимались жители Крыма, традиции и обычаи отношения в семье. Номер один из художников, из источников изобразительных, достоверных источников, скажем, самых корректных, это Нина Жаба.
и это агюстрофе. Кроме того, что там материальная культура, ведь много можно сказать еще и сделать выводы и о духовной культуре. Тогда, когда мы смотрим, например, сценку, где женщина среднего возраста в окружении девочек маленьких, которых она учит читать. Я думаю, что это Коран. Практически все дети занимаются чем-то. Мы там редко на каких работах мы видим детей играющих или там праздно говорящих. При жизни у Нины Жаба не было ни одной персональной выставки. Первая такая выставка была проведена лишь в 1965 году в Акмесджите усилиями художницы Елены Нагаевской. Продолжение выставка получила в 1967 году в художественной галерее Самарканда по инициативе поэта Идриса Асанина. Тогда эта выставка, вскоре закрытая сотрудниками КГБ, стала глотком родного крымского воздуха для живших в ссылке крымских татар. После возвращения в Крым крымские татары занялись возрождением имени и творчества Нины Жаба. Сегодня ее работы, узнаваемые среди сотен других, хранятся в частных коллекциях, изучаются историками и этнографами.